14-летнего Максима Ходорченко из поселка Уснера Эмиконского района одна мечта – научиться кушать самостоятельно. У него очень редкое заболевание – ортогриппоз. Это заболевание поражает суставы и мышцы и деформирует их. Совсем недавно у Максима появился шанс исполнить свою мечту. Ученые из Волгограда дали добро на приобретение экзоскелета, который поможет его рукам двигаться. Ульяна Шагина подробнее о каждодневной борьбе со страшным недугом мальчика из далекого полюса холода. Я хочу сначала в школе хорошо начать программирование учиться, так как немного у меня бывает проблематично, так что мне сначала надо хорошо его выучить. Но я хочу им стать программистом. Еще при рождении Максиму поставили страшный диагноз – ортогриппоз с поражением верхних и нижних конечностей. Заболевание очень редкое. Вся жизнь Максима – это операции, благодаря которым он в 4 года сделал свои первые шаги. По Якутии у меня Максимка – первый ребенок, который с таким диагнозом родился. О страшном заболевании мама Ксения узнала только на 36-й неделе беременности. Диагноз прозвучал, как гром среди ясного неба. Первый долгожданный ребенок. Казалось бы, все рухнуло в одночасье. Но жалеть себя не было времени. Начались бесконечные обследования и операции. У Максима их было 7. В основном на коррекцию мышц и сухожилий. Трудно то, что он не может ходить в школу. Мы в зимнее время на улицу не выходим, мы никуда не ходим. Об амгинской девочке Ванессе Мучуруковой Максим узнал из интернета. У нее такой же диагноз, как и у Максима. В декабре прошлого года ученые из Волгоградского мединститута собрали для нее экзоскелет. Тогда уехать в Волгоград маме и дочке очень сильно помогли якутяне. Собирали деньги всем миром, и уже есть первые результаты. Я участвовала в легкой атлетике, заняла первое место. Надеюсь, мне экзоскелет поможет, чтобы мои руки поднимались вверх. Она стала поднимать руки выше, она может сама умываться. Видны результаты, я очень рада. Экзоскелет XR-34 предназначен для людей с расстройством опорно-двигательного аппарата. Он очень прочный и легкий, весит всего килограмм. Уникальная разработка волгоградских ученых подарила крылья уже не одному ребенку. И вот теперь такой шанс появился и у Максима. Я думаю, что Максим себя проявит тоже. Также только с хорошей стороны. Мы уже знаем, что он отличник у нас, что у него есть очень большое желание иметь экзар в своем пользовании. Максим очень нуждается в таком аппарате, но у родителей мальчика нет средств на его приобретение. На экзоскелет сказали в пределах 200 тысяч рублей. Плюс проживание, пропитание. Несложно подсчитать, что только на проезд с Эмикона до Якутска, а потом и до Волгограда и обратно маме и сыну придется потратить не меньше 150 тысяч рублей. До заветной поездки осталось всего 2 месяца. И за это время семье Ходорченко нужно собрать не меньше 400 тысяч рублей. Родители Максима очень просят неравнодушных якутян помочь их сыну приобрести долгожданные крылья. Ульяна Шагина, Артур Старостин, Иван Яковлев, Павел Пахомов, Эмикон, Якутск.